Строительство самого протяженного автомобильного моста в республике идет полным ходом. Работа проводится масштабная. В основном здесь задействована техника. Сейчас расчищают основания и роют буровой машиной котлованы. Путепровод будет размером 96 метров в длину и 10 в ширину. Проектировщики обещают, что мост будет прочным, удобным и соответствовать всем современным параметрам. Залито 20, вернее, уже сделано 22 эти сваи, на которых будет мост, будет опираться на 38 свай. Это включая 5 береговые по 2 и остальные промежуточные сваи. Значит. Перекрываться он будет тавровыми балками пролетными. Высота этой балки, мощные балки, высота этой балки 1,24 сантиметра. Реконструкция стала очевидной после обследования моста. Построенное не один десяток лет назад сооружение было признано предаварийным. Средства на строительство выделили из федерального бюджета в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Параллельно с этим в этом же году планируют начать строительство переправы через Сунджу в Карабулаке на 2-м километре после съезда Сфат-Кавказ. Оба моста будут двухполосные. По проекту предусмотрен пешеходный переход, а в целях безопасности проезжую часть планируют огородить отбойниками. Проект, значит, который у нас прошел экспертизу, он сегодня не из числа 70-х, 80-х годов. На самом деле нагрузка на ось увеличилась, поэтому в данном случае мы и применяем эти тавровые железобетонные пролетные строения. На последнем совещании было принято решение нашим министром Батыром Хамахановым, значит, дополнительно сделать освещение на мосту. Это очень важный момент. Здесь, конечно, по краям есть освещение перед мостом, но на мосту должно быть освещение. Срок сдачи объекта – конец 2023 года. По заявлению подрядчика, строительство планируют завершить уже в начале июня. В целом, по нацпроекту в этом году намерены отремонтировать 10 участков, общей протяженностью 28 километров. Из них 5 объектов муниципального уровня. В список попали улицы Назрани, Сулейменова, Картоева, Центральная, Восточная и Гадаборшева в Магасе. Сулейменова и Картоева улицы, то есть واقش حماش دواكي اسفلت ودقميت بريك بيخا ده سيري خارطه بازي ماشي نقاك تشقيت دي سوت دي تتحمقوا خدوا هم يوخيو اش موف ما تيقتيك تواج ديك فوقي بادر فخي جلاحت طابل زي عزج ديك دق ماشي نا ورشن وارشن ايش دق سليمانو موده بعد قول مديج كرتويو موده توادش ديك خد. Улицы Сулейменова и Картоева самые приоритетные из этих объектов. Они связывают центральный административный округ с Альтиево и Насыркортом и ведут на Назрановский рынок. За последние несколько лет ямы и ухабы на этой трассе приносят немало неудобств автолюбителям. Часто возникают аварийные ситуации на этих участках. На самом деле в нехорошем состоянии эта дорога, она давно не ремонтировалась. Она на балансе состоит в Назрановской администрации. Вот, по идее, они являются и заказчиками, но они участники нашего проекта, где мы полностью это все мониторим, эту всю ситуацию. Она в плохом состоянии. Там, она, во-первых, эта дорога будет реконструирована. Она в этом году будет реконструирована. Не ремонт, а именно реконструкция. Вот, что она в себя включает? Это дорожную одежду, все-таки все надо снимать, верхний слой асфальта, затем та, которая дорожная одежда там имеется, ее почти нету. Нужно будет обязательно разработку делать. Вот. После разработки нужно будет все это забивать песчано-гравийной смесью, все это уплотнять и затем заново укладывать асфальт. И то, что касается бордюр, который мы там видим, они тоже будут заменены. Вот, скорее всего, уже, наверное, вопрос с освещением будет ремонт, будут заменены, там есть опоры освещения, но они же являются опорами для электроэнергии, да, проводов электроэнергии. Вот, мы заменим. Это будет освещенная, красивая улица. Остальные 5 объектов регионального значения, кроме 2 мостов. Отремонтировать планируют трассу Карабулак-Ачулки, Алхасты-Галашки и Назрань-Курб-Терек с 22 по 28 участок. Общая протяженность реконструкции более 20 километров дороги. Они выбирались по приоритету, направлялись письма в администрацию Магаз, Назрань,
Мы это все, конечно, контролировали, смотрели на межремонтные сроки, на значимость дороги. Я думаю, что вот до 2024 года мы должны закончить наш проект безопасной и качественной дороги, вот, дорожную сеть. Да? Но я так думаю, что если будет дополнительное финансирование, мы, может быть, даже можем закончить в этом году. За счет того, что в 2021 году мы на опережение выполнили большой объем работы. В общем, в этом году Минавтодор планирует провести в нормативное состояние около 77 километров дорог региона. Вместе с реализацией нацпроекта предстоит отремонтировать дороги в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий». Так, в 2023 году в нормативное состояние будет приведено уже 80% дорог республики. Михаил Тангиев, Адам Гулоев, Асхаб Билакиев. Новости 24.